Подсказки нужны лентяям, а этот упрямец доходит до всего своим умом. Так думал наставник, наблюдая, как его ученик бросает ножи в поднятую ветром воронку стремительно крутящихся песчинок. Учитель знал, что это не пустое баловство. Согласно поверью, в каждом смерче прячется злой дух, джин. И если бросить в него нож, на лезвии останутся капельки крови. Крови нет, значит и джина нет, констатировал ребенок. Это был первый научный эксперимент будущего ученого Аль-Бируни. В далеком X веке при дворе шаха небольшого государства Хорезм в Средней Азии рос сирота Мухаммед. Его наставником был знаменитый ученый Абу-Наср ибн Ирак. Шах покровительствовал наукам, и при его дворе астрономы занимались предсказаниями по звездам, математики руководили строительством, поэты услаждали слух стихами. Мухаммед Аль-Бируни рос любознательным и трудолюбивым. Поощряя его стремление к учению, наставник допустил мальчика в библиотеку шаха. Пещера с богатствами 40 разбойников, куда проник Али-Баба, померкла бы в сравнении с жемчужинами этого книгохранилища. Входя сюда, Мухаммед забывал и про еду, и про сон. В 1000 году появилось его первое сочинение «Хронология древних народов». Там были описаны все известные в то время календарные системы, применявшиеся у различных народов мира. Позже Бируни разработал метод определения географической долготы, вычислил радиус Земли и впервые создал модель земного шара. Ему не было равных в искусстве астрологии и в составлении предсказаний. Молодой ученый стал уважаемым человеком в Хорезме. «Знание лучше собственности», вторил он поговорке. Ведь оно защищает тебя, тогда как собственность сама нуждается в твоей защите. Бируни не стремился к роскоши и превыше всего ценил инструменты для научных исследований звездного неба. В 1004 году Аль-Бируни возглавил академию при дворе хорезмского шаха Мамуна в городе Гурганч. Сейчас это узбекский город Ургенч. В наши дни Институт востоковедения Академии наук Узбекистана носит имя Аль-Бируни, талантливого, разностороннего ученого. В 1017 году Хорезм был занят отрядами султана Махмуда Газневи. Бируни с другими пленными был отправлен в Газну. Там, тоскуя по родине, он провел остаток жизни. Мудрость и прямота ученого ценились властителями, и все же лучшим защитником Бируни был его научный авторитет. Согласно легенде, султан Махмуд Газневи однажды устроил ученому испытание. Султан спросил Аль-Бируни, через какую из 4 дверей зала он сейчас выйдет. Аль-Бируни попросил астролябию, вычислил высоту солнца, начертил гороскоп и написал ответ на листке бумаги. А султан тут же приказал прорубить в стене 5-ю дверь. Каково же было его удивление, когда он прочел предсказание ученого. Султан не выйдет ни в одну из 4 дверей. Для него в стене пробьют еще один выход. Тогда султан приказал выбросить Бируни в окно. Но жизнь ученого спас натянутый тент. «Неужели ты предвидел и это?» — воскликнул потрясенный султан. Тогда Бируни попросил принести его собственный гороскоп. В предсказании на этот день значилось: «Меня сбросят с высокого места, но я невредимым достигну земли». Сочинения Бируни были не просто копилкой мудрых мыслей. Ученый считал, что его книга «Индия» поможет тем, кто хочет поспорить с индийскими учениями, и станет сокровищницей для тех, кто хочет с индийцами общаться. Отчего индусы начинают омовение с ног и лишь в конце умывают лицо? Что заставляет их пить вино натощак? Почему они жуют листья бетеля, красящие рот в красный цвет? Ответы на эти вопросы ученый давал в книге «Индия». Но наибольшую славу Бируни принес канон Масуда по астрономии и звездам и учебник по астрологии «Книга вразумления начаткам науки о звездах». В наши дни этот учебник хранится в Британском музее.
Судьба не подарила Бируни радости семейной жизни. В книгах он отстаивал преимущества брака, но всю жизнь прожил холостяком. Своими детьми он называл собственные книги. Когда зрение уже не позволяло проводить астрономические наблюдения, Бируни собрал все имеющиеся сведения о целебных растениях, снадобьях животного происхождения, противоядиях и объединил их в своем последнем труде под названием «Фармакогнозия». Выдающийся средневековый ученый-энциклопедист Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни прожил 75 лет. Перед смертью он спросил друга: «Что ты толковал мне однажды о методах счета неправедных прибылей?» «Как ты можешь сейчас спрашивать об этом?» – изумился друг. «Я думаю, – произнес Бируни еле слышно, – что покинуть сей мир, зная ответ на этот вопрос, лучше, чем уйти из него невеждой».